Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События новой недели. Что удивит, что порадует, ну а что шокирует. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. О, вы с кем-то будете обниматься, целоваться. Такая приятная встреча вас ждет. Прям красота. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Мои хорошие, вы все у меня разные. У кого-то вот четко идет любовная встреча, любовное свидание, где вы такая счастливая, либо счастливый, точно будете целоваться, точно будете обниматься и просто чудесно проведете время. Если же никаких любовных свиданий не планируется, и вы понимаете, что быть такого не может, то вы встретите человека, с кем вы будете действительно обниматься и целоваться. Но это какой-то старинный друг, старинная подруга, либо кто-то из родственников. Очень замечательное время. Прям, знаете, вот ощущение, что тепло по венам расходится, да, вот прям тело согревается. Так вам будет хорошо. Так здорово время проведете, даже если это родственники, вот прям посидите душевно, поговорите, что-то обсудите, новостями поделитесь, прям удовольствие получаете от контакта с друг другом. Ну а если это любовная тема, да, это любовное свидание, даже если вы муж и жена, вы можете себе сделать романтик, да, вместе куда-то пойти, то это будет незабываемое время, когда вот сердце аж поет. Тут-вот, дай Боже, еще раз. Дальше, мои хорошие, я вижу, что вы с какой-то гидрой будете бороться. Гидра — это вот такое создание, полузмея, полуящерица. У нее эти голов очень много. Если одну голову срубить, то на ее месте сразу новая вырастает. Но, тем не менее, не спешите отчаиваться. Я так вижу, что вы пару голов срубите и поймете, что новые отросли, скажете: а нет, не буду рубить, я тебя лучше, не знаю, что-нибудь с тобой другое сделаю. В общем, вы на эту гидру найдете управу. Я вижу, что вы ее повязали по рукам, по ногам, вот прям, знаете, пошевелиться не может. Укротить какую-то страшного человека, либо вы укротите какую-то, может, организацию, каких-то людей ошалевших. Может быть, это даже, знаете, как борьба с какими-то неправильными законами, неправильной системой, добиться своего, обезвредить нечто плохое. Либо это люди, как я уже сказала, да, либо это какие-то, может быть, организации. Вот в себя верить не будете, до последнего будете сомневаться и даже немножко побаиваться. Но вы это сделаете. И я вижу, что если это человек, то пойдет на попятную. Если это какая-то система, организация, то пойдут навстречу и выполнят все ваши требования. Допустим, приходите вы там в госорганы какие-нибудь, да, по важному делу, а они давай вам там кричать, что зачем вы пришли, мы вас не будем обслуживать, вы там не имеете права, да, вам не положено. А вы такая: сейчас разберемся, что кому положено, и давай эту гидру крутить, мутить, и пока свое не получите, не отстанете. Либо какие-то люди неадекватные, да, такие очень, как сказать, оголделые, что ли, наглые, бесстыжие, и вы на них тоже управу найдете. Такой прям сильный знак, очень сильный. Так, еще я вижу, что на вашу удочку прям такая крупная рыбка засматривается, пока еще не клюет, пока еще где-то вот издалека, из засады, но прям глаз положила на эту вашу удочку, на приманку, на крючок. Знаете, вы
все делаете правильно. Вот все, что касается зарабатывания денег, получения дохода, ведения бизнеса, построения карьеры, вы все делаете правильно. Да, вам необходимо еще немножко подождать и набраться терпения. Вот, смотрите, не вспугните. Раньше времени не дерните эту удочку, не вспугните эту крупную рыбу. Вот если она клюнет, то все ваши мечты сбудутся. А если вспугнете, то долго еще придется ее приманивать. Да? Главное вот не нервничать. Вам нельзя нервничать. Вам нужно сделать свое дело и просто вот довериться судьбе. Мне идет, что все-таки клюнет. Клюнет, но не на этой неделе, да, не на ближайшей неделе, а чуть попозже. Может, там в течение 10 дней, а может быть и 20 дней, но клюнет. Вы, главное, не дергайте удочку. Пусть будет, как будет. Дальше, мои хорошие, ваш ангел вмешивается в вашу жизнь. Причем вмешивается достаточно демонстративно. Вот какое-то событие аж мурашить вас будет. Прям мурашки побегут. И не только, кстати, у вас. Вот что-то такое случится, вот прямое вмешательство ангела. Ну, вплоть до того, что, не знаю, увидите своего ангела. Либо ангел кого-то вот прям отпугнет от вас, либо вас сделает как невидимым для каких-то бед, либо плохих людей. Вот я вижу, что вы с кем-то будете вместе находиться. И ангел так вмешается, что прям будет очень долго мурашить, долго будете об этом думать, прям даже ночью спать не будете думать, что за чудо случилось, да, что это за магия такая, как так могло произойти, что вот плохое мимо прошло, да, вот как-то так мне идет. Дальше у мужчины стрелка вверх. Ну, если были проблемы с потенцией, проблема будет решена. Стрелка вверх, ну, все как надо работает. Также, если у мужчины были какие-то застои в жизни, проблемы в жизни, либо у вас с мужчиной не было развития, то стрелка пошла вверх. Ну, это как новый виток в жизни мужчины и новый виток в ваших отношениях. Эта стрелка, она как будто бы, знаете, как заведенная какая-то, шальная, она все выше и выше ползет. Вот, так что будьте готовы ко всему. Дальше, мои хорошие, бубновая масть у вас, вот она выходит с правой стороны, прям на лопату падает. Вот кто работает, либо кто хорошо поработает, тот прекрасную награду получит. Вообще мне идет, что здесь как-то пропорционально. Чем больше лопатой махаете, тем больше бубновая масть у вас становится. Ну, бубны — это документы, бумаги, деньги. Ну, лопата — это труд. Это не обязательно идти лопатой что-то копать. Да? Но у вас как бы прямая зависимость. Чем больше вы работаете, тем больше финансового, как везения, удачи приходит в вашу жизнь. Пожалуйста, об этом не забывайте. Дальше я вижу женщину в очень красивом таком одеянии, платье. Может быть, вы что-то новенькое оденете, приобретете, прямо оденете на следующий день. Может быть, у вас какое-то мероприятие, и вы уже красивый наряд приготовили. С одной стороны, вы очень красивы, но вы на этом мероприятии будете чувствовать себя голой, потому что мужчины, ну, буквально как с ума посходят, будут вас глазами раздевать. И куда бы вы ни пошли, везде эти мужики, и везде они с вас глаз не сводят. Ну, немножечко такое, знаете, звезда в шоке, да? Вы чувствуете себя звездой, но вы в шоке от того, что вот такими голодными взглядами на вас смотрят. Может быть, вы, ну, действительно, там, макияж очень красивый сделаете. Может, мужики уже как изголодались, да? Все-таки лето уже прошло, девушки все там оделись тепленькое, а тут вы в красивом наряде. Ну, в общем, произведете фурор. Конечно, и критика будет. Ну, тут женщины в основном будут критиковать. Вот смотрите, вот женщины критикуют, а вы переводите их критику в комплименты. Ну, вот такие они подленькие, вот такие они завистницы. Нет бы там порадоваться за другого человека. Не, они будут критиковать. Как же так? Ну, их критика — это комплименты для вас. Самые громкие комплименты — это женская критика. Дальше. К вам дважды, ну, то ли кто-то дозвониться пытается, то ли вот приходит прям дверь, да, звонок в дверь дважды. И дважды вы с этим человеком как-то не состыкуетесь. Да, может быть, у вас телефон в сумке, вы не слышите. Либо вы пошли в душ, а тут телефон, да.
Может быть, вы только из дома вышли, а человек уже начинает в дверь звонки делать, да, а вас уже нет. Вот как-то дважды вы разменетесь, но на третий раз точно встретитесь. Человек будет немножко не в духе, либо может сказать: да как так, зачем тебе телефон, если ты к нему не подходишь, либо где ты пропадаешь, почему я не могу попасть к тебе, да, вот какой-то такой момент. Но вы не злитесь, да, человек действительно переживает, либо нервничает, там быстро отойдет, отходчивый человек. Дальше время. Не шутите со временем. Не шутите со временем. Смотрите, с левой стороны время действительно может работать не в пользу вас. Можете куда-то опоздать, не успеть, либо не откладывайте на завтра то, что можете закончить, сделать сегодня, за что можете взяться сегодня. Время не на вашей стороне. И если вы думаете, что у вас еще какой-то есть запас времени, вы ошибаетесь. Времени нет. Либо делайте сейчас, либо забывайте про это. Причем забывайте навсегда. То же самое, если вам куда-то нужно по важному делу быть в срок, выходите сильно, очень сильно заранее, потому что может случиться любой форс-мажор, да, любая ситуация может случиться, и если вы опоздаете, это уже как бы непоправимо будет, да, там уже как-то не оправдаешься. Вот, пожалуйста, имейте в виду. И также, мои хорошие, если у вас есть часы, и вы их носите, наручные часы, неважно, это смарт-часы, обычные часы, нигде не забудьте, нигде не потеряйте. Если с ремешком есть проблема, лучше оставьте дома, либо отдайте в ремонт, потому что еще таким знаком могут показать потерю часов. Ну, либо поломку часов. Ну, будем говорить как есть. Так, еще какая-то очень супер важная женщина идет к вам в судьбу именно на этой неделе, на новой неделе. Женщина, которая, ну вы знаете, она ветки ломает, она сорняки, как не сорняки, а вот эти колючие ветки, терни, да, терновые ветки ломает. И она вам путь очищает, эта женщина. То ли она по духу такая сильная, то ли она какой-то супер ловкий, знающий, умеющий специалист. Но благодаря этой женщине у вас в жизни действительно начнутся самые лучшие перемены. Именно для вас лично. Для вас лично. Не в целом ваша жизнь, а именно для вас лично. Там, не знаю, здоровье. Да? Она укрепит ваше здоровье, избавит вас от болячки. Она избавит вас от тревоги. Она решит вашу проблему, ну, либо подскажет, как решать проблему, и вам не нужно больше сидеть в этих колючих кустарниках, да, либо колоться, пытаясь пройти там, где пройти невозможно. Это именно женщина среднего возраста, женщина, которая вот как-то внешнее и внутреннее, оно как бы несовместимое, да, потому что выглядеть она может строго, а по факту она очень неконтактный, общительный и добрый человек. Либо наоборот, она выглядит очень, там, знаете, ярко, молодо, там, броско, а когда начинает говорить, вы понимаете, что это прям суперзнаток, да, суперспециалист. Вот не судите по внешности и знаете, что эту женщину вам сами небеса посылают. Вот даже такая мысль будет, вот если бы я ее встретила лет 5 назад, да, ох, жизнь бы по другому сценарию пошла, да, вот такие даже будут мысли. Но всему свое время, значит, так и должно быть, да, именно сейчас вы должны ее встретить. Возможно, первая встреча у вас будет, ну, такая немножко, знаете, сбитая, комком пойдет, зато потом все уже у вас будет просто идеально. Все, что она вам скажет, будет правдой, и все, что она вам пообещает, 100% она сделает, да, либо это все исполнится. Мужчина и женщина одинаково. Встреча с женщиной по судьбе. Дальше показывает какую-то сороконожку, которая вокруг вас круги наматывает. Что-то нужно этой сороконожке. Нужно, причем, знаете, то в глаза заглянет, то в рот, то в карман. В сумку может еще заглядывать. Человеку что-то от вас будет нужно. Человек даже, возможно, будет покушаться на то, чтобы что-то ваше себе забрать. Будьте внимательны и бдительны. С правой стороны это не чужой человек, это ваш человек, знакомый человек, коллега, родственник, соседи. Вот кто себя будет странно вести, знаете, туда-сюда мотаться, под ногами путаться, сразу принимайте к сведению, что этот человек что-то дурное задумал, да, и нужно себя защитить, ну, свое имущество защитить, да, это прям в обязательном порядке.
Так, что-то будете разбирать, перебирать, выбирать. Может быть, где-то вот в магазинчике какие-то скидки, распродажи, и вы будете ковырять, разрывать эти завалы из одежды, либо из там, чего продуктов, выбирать лучшее. Увлекательное, конечно, занятие, но не покупайте больше того, что вам необходимо. Ну, допустим, если вы покупаете одежду, вы понимаете, что на сезон вам нужно это и это. Ну, там маме могу еще купить, могу там подружке еще купить, там дочке могу купить, там сыну. Но остальное кто носить будет, да? И также, если это там какие-то распродажи, то обычно на распродажах уже назад вернуть нельзя. Тоже имейте это в виду. Понятно, что дешево, глаза могут разбегаться, либо все классного качества, все такое красивое, глаза разбегаются. Вот прям контролируйте себя, контролируйте. Ну и с продуктами то же самое, да. Смотрите на сроки, ну, как годности, да, когда там нужно употребить. Вот. Ну, если что-то долгого хранения, то да, вы можете это приобрести, если еще и по скидке. А если не очень долгое хранение, ну, точно не съедите, потом придется выкидывать. Зачем? Это равносильно, что вы вот деньги возьмите и выкинете в мусорку. То же самое будет, да? Так, еще берегите уши. Почему-то вот про уши прям беречь надо уши. И если что-то не так с ушами, то нужно не самолечением заниматься, там не компрессы всякие, ничего там соли горячие, чего перекись еще знаю капают люди. Нужно идти к врачу, который занимается именно ушами. Там ухо, горло, нос. Раньше было, я не знаю, как сейчас называется, но раньше так было написано ухо, горло, нос. У кого-то проблемка может быть, и ну, если сразу на нее отреагировать, то можно достаточно быстро вылечить. А если самолечением заниматься, то потом, конечно, пожалеете. Нет, я никого не пугаю, я просто немножечко вас предупреждаю. Если информация выходит, я не имею права ее игнорировать. Также, мои хорошие, у кого-то будет ситуация, что вы куда-то поедете, причем поедете туда, где либо давно не были, и там все очень изменилось, либо впервые вы окажетесь в этой точке города. Прям я вижу, как ребенок себя ведете, вот прям рот открываете, думаете, ой, ну надо же, как все изменилось, какое все странное, какое все необычное. И знаете, еще такую вещь скажу. Эта поездка вам запомнится, потому что сама по себе поездка очень такая благодатная идет. То ли что-то хорошее в пункте назначения будет, то ли когда вернетесь, что-то хорошее произойдет. Но вы почему-то ассоциируете именно с поездкой. Ехать вы будете на транспорте, либо на личном транспорте и достаточно долго. Но поездка очень хорошая, прям такое вот прям миленькое состояние на душе. Прям, да. Поездка, что надо. Так, вот тут очки показывают. С левой стороны у вас на кого-то розовые очки спадут. Слава богу, что не побьются, они просто спадут. Ну, сказать, что вы будете в шоке, злиться на себя очень сильно будете. За недальновидность, за то, что проморгали, за то, что проигнорировали, ведь звоночки были, либо вас кто-то предупреждал. Вот. А видимо, этот человек, да, на кого очки упадут, очень мастерски втерся вам в доверие. Ну, либо вы хотели поверить, и человек вам позволил поверить. Но розовые очки спадут. И слава Богу, слава Богу. Понятно, что и на старуху бывает проруха, но с другой стороны, сделайте правильные выводы и больше такого не повторяйте. И вообще розовые очки, знаете, это не очень носибельная вещь и не очень хорошо в жизни у людей отыгрывается. Вот. Очки для зрения гораздо лучше. Да? Они там могут и приблизить, и отдалить. Они помогают четче видеть. А вот розовые, в них вообще никакого смысла нет. Да? Лучше не одевать. Не одевать, чтобы не было потом таких разочарований. Ну, слава Богу, что вы все поймете и рассмотрите. Это самое главное. Дальше. Вы пойдете направо, а какие-то люди прям пойдут налево. Вы направо, а 3 человека, 4 человека идут налево. Вы знаете,
Да, иногда идти против волны гораздо лучше, чем плыть по течению. Да, коллектив может ошибаться, и коллективное мышление может быть ошибочно. Я вижу, что вы идете в правильном направлении. В направлении, где вон зелень есть, где рыба под ногами, где солнце светит. А эти люди, они прям влево уходят. Они еще пожалеют, что они туда ушли. Они пожалеют, что вас не послушали. Сейчас они над вами могут посмеяться и сказать, что «ах, что ты знаешь-то? Ты глупенькая, да, глупенький». А потом придут и скажут: «О, как это ты заранее знал? Как ты заранее знал? А почему ты нас не предупредила? Или, а почему ты нас нормально не предупредила?» Да, еще какие-то претензии пойдут в вашу сторону. Но эта ситуация будет максимально поучительной, потому что в будущем эти люди всегда будут смотреть за вами, исследовать вашими шагами и слушаться вас просто беспрекословно. Да, вот прям внимать, каждое слово ваше будут ловить. У кого-то семья, у кого-то коллеги, у кого-то родственники, у кого-то просто знакомые. Вот пойдут коллективом и ошибутся, а вы пойдете в другую сторону, и у вас все хорошо будет. Так, еще предложение мира. Предложение мира. Знаете, само по себе это предложение, оно, конечно, хорошее, очень похвальное. Но человек то ли неправильно предлагает, то ли вы не готовы помириться. Ну, так иногда бывает, да? Иногда обиду нужно пережить, иногда нужно время, чтобы успокоиться. Да? Человек либо спешит очень сильно, либо как-то так предлагает, что вы не хотите отзываться на это предложение. Я вижу, что вы как-то вот либо откажете, либо скажете: «Мне надо подумать». Вот. Не будет такого, что вы такая: «Да, давай мириться». Нет, вы так не поступите. Это и неплохо, и нехорошо. Это, скорее всего, вот прям логически правильно. Да? Если не готовы, то и мириться не надо. Вот. Но человек сделал первый шаг, он показал свою готовность. Когда вы будете готовы, тогда уже все, мир состоится. Пока на будущей неделе я не вижу. Ну, не исключено, что, может быть, через неделю вы точно помиритесь. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.